Онлайн-встреча была посвящена молодежным инициативам и образовательным проектам как в Республике Южная Осетия, так и в России. В ней приняли участие заместитель руководителя администрации президента Республики Южная Осетия Алан Тибилов и депутат Госдумы России, член Высшего совета партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Алена Аршинова отметила важность участия Южной Осетии в культурных и молодежных проектах, инициированных ОНО «Евразия». Она выделила проект «Победа 9.45», акцентируя внимание на значительном вкладе наших солдат в победу Великой Отечественной войны. Проект 9.45, он тоже вокруг себя очень много сплотил людей. И, кстати, Южная Осетия здесь тоже не исключение. Мы знаем, что народ Южной Осетии действительно очень героический, проявил себя героически на полях сражений в Великой Отечественной войне. 22 тысячи человек просто встало и ушло. Это фактически каждый, наверное, 5-й человек. Поэтому для нас очень важно, чтобы в Южной Осетии тоже развивался проект 9.45, чтобы мы продолжали помнить и знать своих героев. Аршинова также заявила о полной готовности организации ОНО «Евразия» оказывать содействие Южной Осетии в интеграции проектов, направленных на поддержку и продвижение культуры народов Евразии. Так она предложила провести в Южной Осетии международный кинофорум «Эхо Евразии Кинофест». Чтобы Эхо Кинофест приехал обязательно в Южную Осетию. Это когда мы показываем все картины победителей, это когда мы проводим мастер-классы, когда мы собираем актерскую, например, молодежь, когда мы привозим своих именитых актеров, да, это может быть не только из России, но и из других стран, которые проводят эти мастер-классы и которые объединяют в том числе и школьников, и студентов, и действующих актеров. То есть это действительно что-то невероятное. Зам главы администрации президента Республики Южная Осетия Алан Тибилов в свою очередь отметил, что Южная Осетия является одним из самых дружественных государств для России, всегда оставаясь верным стратегическим партнером. В связи с чем нам необходимо создавать условия для активного обмена идеями и инициативами, которые способствуют укреплению дружеских отношений, продолжил Тибилов. Я бы предложил провести один форум русского мира, российско-юго-осетинский форум, международный форум, где бы мы могли собрать тех людей, которые поддерживают наши общие идеи, и показать им Южную Осетию, самую дружественную для России страну. Это очень хорошая идея, вы очень правильно сказали, мы ее берем на вооружение, мне кажется, это очень правильно, и я думаю, что мы в ближайшее время это реализуем. Алан Тибилов также отметил, что сегодня наши бойцы из Южной Осетии участвуют в специальной военной операции, а школьники республики активно вносят свой вклад, помогая фронту, плетя маскировочные сети и изготавливая окопные свечи. Алан Тибилов предложил организовать встречу детей Республики Южная Осетия и Российской Федерации, чьи родители участвуют в специальной военной операции, чтобы поддержать их и создать атмосферу единения. В свою очередь, Алена Аршинова выразила благодарность в лице участников видеомоста всему юго-осетинскому народу. Хочется в вашем лице поблагодарить народ Южной Осетии за такую поддержку Российской Федерации, жителей России, которые действительно столкнулись с очень тяжелой ситуацией, когда действительно нужна была помощь, и что Южная Осетия ее оказала и оказывает. И еще и ребята, да, все вместе, то есть всеми поколениями, и плетут сети, и делают свечи. Все как и вот здесь, да, то есть каждый старается что-то сделать для своих героев. Таким образом, видеомост стал платформой не только для обсуждения культурных и образовательных проектов, но и послужил укреплению дружеских связей между Россией и Южной Осетией. Агунда Губозова, Заурустаев, информационный выпуск сегодня.